здесь, я приехал из Казахстана. Спасибо большое организаторам за то, что пригласили, посольство США и другим организаторам. И еще спасибо моим друзьям, которые меня здесь сегодня ждали. Они здесь присутствуют. И я большинство моих идей я хотел бы поделиться с вами, мои друзья. Жить в Центральной Азии и работать со всем миром. Как вы думаете, это Кыргызстан горы или Таджикистан? А? Какая фотография? Таджикистан какая? Слева, справа. А вот это? Это Таджикистан. Это? Я тоже путаюсь. По-моему, это обе фотографии из Таджикистана. Но у нас тоже такие горы. И, в принципе, это говорит о том, что у нас есть прекрасные горы, нету нефти и газа, да? Как и у Кыргызстана, и у Таджикистана. Но есть люди талантливые, есть люди. Сегодня я хотел бы поговорить большинство своем о людях. Это вот наша компания, мы со своим другом Максимом Шмелевым в 2003 году ее организовали. Это было время в Кыргызстане, практически 20 лет назад. Айтишных компаний было, может быть, 2-3, программистов было, может быть, человек 5-10 на весь Кыргызстан. И мы тогда решили делать программное обеспечение, вот благодаря интернету, искать его где-то в интернете и делать это программное обеспечение сюда, в Кыргызстан. И я учился в Японии тогда, и мне студенту надо было зарабатывать, я искал проекты, отправлял своему другу, и он делал, в общем-то. У нас было где-то 1,5 человека, потому что он работал еще в другом месте. И вот мы с ним начали Uni Technologies, и в общем-то, нам некуда было идти. Зарплата средняя в то время в Кыргызстане была $35 США. $35 это, совсем маленькие деньги, 20 лет назад. Квартира в Бишкеке стоила 3-4 тысячи $. Большинство наших молодых людей ехало на заработки в Москву. И до сих пор ездят, конечно. И вот мы хотели показать, в общем-то, мы хотели жить всегда в Кыргызстане и работать со всем миром. И таких вот компаний у нас несколько собралось, и мы в 2008 году организовали Кыргызскую ассоциацию разработчиков программного обеспечения услуг. Тогда вот мы прописали такую миссию, у нас нет нефти и газа и выхода к морю, у нас есть талантливые люди, прекрасная природа, дающая энергию и вдохновение. А интернет стал нашим морем, нашим океаном возможностей. Все говорят, Кыргызстан, у вас там landlocked country, у вас нет выхода к морю. Там эксперты писали, я помню, в 2000 году я был студентом, Кыргызстан failed state, вы всегда будете зависимы от богатых стран, нефть, у которых есть газ и так далее. И мы хотели вовлечь большое количество молодых людей, создать рабочие места, преференции. И это молодые люди будут будущим ядром креативного класса свободных и счастливых людей. И вот такой слоган у нас: жить в Кыргызстане, работать со всем миром. Эту миссию мы написали в 2008 году. И мы собрались тогда, несколько компаний было, и мы начали эту миссию продвигать. В 2011 году мы с единомышленниками продвинули идею создания парка высоких технологий, High Technology Park, и попросили у государства преференции налоговые. В то время мне говорили, а что у вас в Кыргызстане есть программисты? Это, кстати, и зарубежные эксперты спрашивали, а у вас разве есть программисты? Вы же там в юртах живете, у вас там, мы знаем, что у вас есть хорошие пастбища, лошади там и так далее, и так далее. Были удивлены. И, кстати говоря, и наши
местные товарищи тоже спрашивали, а что у нас есть в Кыргызстане? Ну вот у нас есть несколько компаний, мы хотим вот создать такой парк и хотим вот работать легально. Наши ребята работают с некоторыми странами, ищут себе заказы, делают программное обеспечение и так далее. Ну и говорят, ну ладно, там глобальный аутсорсинг, это не по плечам Кыргызстану. Ну, это глобальный аутсорсинг, это Индия, может, там такие большие страны, как Индия, или там Китай, и так далее. Я говорю, ну вот тренд идет глобальный аутсорсинг, да, в мире он там просел, 2008-2009 год немножко, сейчас он идет вверх. Ну вот тут 15 год, кстати говоря, он продолжается, да, этот рост, эти годы. Ну, экспорт Индии, да, население там 1,2 миллиарда. Индия признанный, да, как бы он первооткрыватель аутсорсинга в мире. Все знают индийских программистов, они действительно крутые. В 2008 году был оборот Индии 47 миллиардов долларов, а в 2015 году уже 100 миллиардов. В 2017 160 миллиардов. Ну, это Индия большая страна. Но тем не менее, маленькие страны, вот Ирландия, население 4,5 миллиона. Как Кыргызстан вот, на то время. Чуть меньше даже, чем Таджикистан. В 2003 году 14 миллиардов, а в 2013 38, а в 2018 50 уже. Или вот Израиль, население 8,2 миллиона. В 2005 году 4,5 миллиарда, в 2015 37, а в 2017 году они только один стартап, Mobilia, он связан с автономными карами, сейчас автономный кар, они IBM, по-моему, продали, или я ошибаюсь, какой-то, в общем, западной компании за 15 миллиардов. Один стартап. Или, ладно, далеко ходить не будем. Вот Беларусь, по примеру, которую мы создали, вот парк высоких технологий, у них тоже есть успешный такой парк. Население 9,4 миллиона. Вот примерно Таджикистан, да? В 2005 году они начинали, как и мы, с 10 миллионов долларов, а сейчас вот 17 год 1 миллиард, 18 год 1,7 миллиарда. Оборот экспорта. Сколько вовлечено людей. В Беларуси насчитывается 40 тысяч программистов, в Израиле чуть поменьше, в Ирландии примерно 25 тысяч программистов и так далее, и так далее. И, в общем, мы тоже начали где-то 60 человек, поверили в парк там 2-3 компании, они начали, ну, оборот 80 миллионов сомов, это примерно 1,3 миллиона долларов. Потом у нас 15 год, 130, 241, 518, 635 миллионов, вот 18 год. И вот компании парка где-то около 50 на то время, 500 человек сейчас задействованы. Большинство из них это программисты и разработчики программного обеспечения. Ну, это вот примерно рост, но я хотел сказать о том, что если мы там в России, в Казахстан экспортировали первые годы, то сейчас вот у нас с 2017 года экспорт наших IT-компаний это 40% почти Соединенные Штаты Америки. Напрямую экспорт в Силиконовую долину. Потом Ирландия, Казахстан, Россия, Япония, Великобритания, Канада, Китай, даже Таджикистан есть, кстати. Даже Таджикистан есть. Что-то мы делаем, и Сингапур есть, и так далее. Вот такой вот получился виртуальный шелковый путь. Это то, что наши с вами общие предки делали всю жизнь. Между Западом и Востоком. Соединяли Запад с Востоком. Ну и вот в 2015 году вот резкий подъем у нас IT-компаний вызвал такой большой спрос на людей. И, в общем-то, главное у нас не компьютеры, не интернет, а программисты. Мы ищем их днем со днем и хотим, чтобы их стало больше и больше. Нашему рынку их не хватает. И мы решили, с вузами работаем, а вузы не дают нам определенную, да, как говорится, количество людей, да? Мало совсем. Нам этого не хватает, нам надо больше и больше.
У нас такая идея 2030, к 2030 году создание 50 тысяч рабочих мест. То есть это 50 тысяч, в общем-то, программистов нам надо. Это главное, что, над чем мы сейчас работаем. И в 2015 году мы создали, мы говорим, не будем в вузы ходить, создадим сами, вот как отраслевая организация, создадим свою IT-академию, создали ее. И вот буквально, это 15 год, а вот в 2011 году, я просто ретроспективу смотрю, у нас самый высокооплачиваемый, это вот 2011 год, это год, когда мы создавали парк высоких технологий, он у нас тоже нелегко так все создался. И первое место по зарплате были финансисты, связисты. 20 тысяч сомов это примерно $350, $400. Вот 14 тысяч это где-то $300. Но это на то время, да? И вот Министерство труда у нас пишет, 11 год, ближайшие 5 лет пишет, плюс 5. Мы провели анализ на ближайшие 5 лет и выявили, что более востребованными специальностями будут в сфере энергетики, горнодобывающей отрасли, сельского хозяйства и в сфере услуг. Проходит 5 лет. 10 самых доходных профессий первое место занимают программисты. От 170 тысяч сомов до 35. Это примерно от $300 и до $2000 в Кыргызстане. Мы посмотрели, в общем-то, что у нас на рынке творится. Сейчас уже в парке высоких технологий около где-то 65 компаний работают, и где-то около 700 программистов там вовлечены, создано рабочих мест. И спрашиваем, а где вы учили программирование? Ну вот мы создали IT-академию. IT-академия там где-то, еще у нас есть такой IT-аттрактор, это тоже IT-академия, тоже профессионалы там занимаются. Мы где-то на 5-м месте. Ну, это мы там восходящая только звезда. На 3-м, 4-м это вузы все-таки. А на 1-м месте самый большой процент это самообучение. То есть наши ребята учатся, вот сегодня говорили о Ютубе. Они на самообучающих каких-то курсах учатся. Также у нас сейчас вот 3 IT-академии в Кыргызстане. И мы сейчас занимаемся, готовим ребят и девчат, готовим. И вот у нас одна специальная программа есть, программа Раимдар. Мы ее сделали для девчат, собрали девчат со всей страны и обучили их. И 95% всех девчат сейчас трудоустроились. То есть это говорит о том, что миф, который говорит, что девушки не могут программировать, это неправда. Вот девочки лучше, чем даже ребята программируют. Вот они все трудоустроились. Кстати, хотел поблагодарить посольство США в нашей стране, в Кыргызстане. Они поддержали этот проект. На 25 мест пришло всего лишь, не всего лишь, а на 25 мест на конкурсе объявили 700 анкет. Соответственно, 700 анкет. Мои девчата, которые со мной в команде работают, они говорят, ну давайте не 25, а 40 мест. 40, для нас, у кыргызов, это такое святое число, 40. Мы говорим, ну давайте. И вот 40 девчат, а дошло до конца 28. Это помимо того, что где-то 250 или под 300 выпускников мы уже выпустили за эти годы. Они примерно 95% все трудоустраиваются. 1 год. Не надо 5 лет учиться. 5 лет в вуз ходить, туда-сюда. 1 год. Тык-тык-тык-тык, поработали. Половина практики, половина теории. Потом практики чуть больше, 70%. И все, и сразу на работу. А тренера у нас из реальных компаний приходят. В основном вечером, как мастера, как тренера, действительно, как там зал бокса и так далее. Они показывают, как работать, и они потом работают, и через год они трудоустраиваются. Это вот через программы, наверное, программе Without Barriers, программирование без барьеров, мы программу сделали такую для ребят с ограниченными возможностями. Ребята у нас учились тоже год, вот, и сейчас они вот трудоустраиваются. То есть программирование не только
все возрасты, не только все гендеры и так далее, но еще и ребята с ограниченной возможностью могут работать с дома и, в общем, спокойно зарабатывать. И я хотел вот рассказать о людях. Вот Ксения. Сегодня будет также моя соотечественница выступать, Тамара, вон она, да, она будет, это компания MedDevs, она сотрудница, Ксения ее, значит, сотрудница, и они, в общем, Ксения хотела уехать в Москву на заработки, уже уезжала, и ее подруга говорит, может, она уже выпускница вуза, выпустилась, но затем она решила попробовать и, в общем, проучилась у нас в IT-академии и простажировалась в MedDevs, вот Тамара сегодня будет выступать, и устроилась на работе. Сейчас зарабатывает и спокойненько работает, и живет в Кыргызстане, и никуда не уезжает. Назар, у него проблемы с ДЦП, он, ну, такой кыргызский Хокинг, да? Его сразу забрали после наших курсов, и он сейчас работает у нас в одной компании, он автоматизирует систему. Но сейчас, говорит, меня не устраивает зарплата, говорит, я хочу другую работу. Ну, ему и так хорошую зарплату платят, то есть он уже дальше хочет расти. Я говорю, а что ты с первой зарплатой сделал? Я, говорю, я ее принес, говорю, домой и отдал маме. Но ему тяжело ходить, мама его постоянно водила к нам в IT-академию. А отец что сказал? А отец сказал, говорит, он мне пожал руку, говорит, ты стал настоящим чигитом, говорит, потому что ты зарабатываешь больше, чем я, говорит. Вообще, чексис программинг начался из-за этого парня Алтынбек. Алтынбек приехал к нам на коляске и говорит, я хочу IT-программирование изучать. Мы думали, ну как, вот тебя надо возить и так далее. Отец его взял в кредит машину, в общем, возил его старший брат его каждый день. И, в общем, Алтынбек потом пригласил Назара. Вот такая здесь. И потом у нас чексис программинг начался, да, благодаря этому парню. Мы думаем, ну, наверное, ребятам, конечно, будет интересно вот в этом проучиться. Вот Алтынбек, он сейчас успешно работает, взял какую-то франшизу в интернете, второй паспорт называется, и открыл большой офис в Бишкеке, и со своими братьями он там оказывает услуги. Там визы, там еще что-то по интернету и так далее, и так далее, и так далее. Вот это Алтынбек. А вот этот парень Ислам пришел, обманул, что ему 17 лет, хотя я ему недавно спрашивал, тебе сколько лет? 19. А так 3 года назад тебе 15 было? Я говорю, да, мне было 15 лет, когда я пришел только туда. Бросил школу, там, все бросил. И, в общем, у нас проучился, потом ушел в ОУЦА, в университет Центральной Азии. Мы называем его Гарвард Центральной Азии, но он там тоже проучился, бросил его, это неинтересно. Сейчас работает удаленно на Сан-Диего. Ему всего лишь 19 лет. Оказывается, он в IT-академию пришел, когда ему 15 было. Это вот наши ребята, Телек Мамутов, он известный у нас в Кыргызстане программист, он работал очень долго в Гугле, он приехал, сейчас он выиграл, прошел акселерацию White Combinator, это номер 1 акселерация в мире. Он ее прошел спустя это, ну, у него сейчас маленькая команда, и он эту команду содержит в Бишкеке. Дулет Керимбеков, он ученый, работал в Чикаго и так далее, тоже приехал, не просто в Бишкек, а в Каракол. Это Каракол у нас известный на Иссыкуле город, такая здравница, так скажем, курортный город. Он туда приехал и там набрал ребят. У нас сейчас IT-академия там в Караколе сейчас работает. И с Чикаго они туда отправляют заказ. Кайнар Камалов, MIT там, и так далее, он закончил, там в разных стартапах работал, сейчас с нью-йоркским стартапом, кофаундер, и он бросил Нью-Йорк, приехал и здесь команду набрал, и начинает работать в Бишкеке. Когда я говорю здесь, это я про Центральную Азию. И, в общем-то, удачно, что они недавно сделали стартапы, в общем, получили фаундинги и так далее, и так далее. Ну и вот, в общем,
аккумулируя все вот эти наши, всю нашу работу, ну, начали появляться такие вот заголовки. Если раньше говорили, а что у вас есть программисты, что ли, и там, у вас есть IT, то сейчас там, как информационные технологии становятся новым золотом для Кыргызстана. Ну, золото у нас как бы ресурс, ну, все думают, что это основное, ну, на самом деле, видите, IT. Или компьютерные пастбища, да, там, Киргизия начала экспорт цифровой революции. Или вот в глобальном рейтинге инновационного индекса, Global Innovation Index, мы с 93-го на 35-е место прыгнули в 2018 году по экспорту ICT. Про еще одну сотрудницу Меддес Тамары, ну, который будет, вообще там большую статью написал в такой билборд, там, королева технологий хочет открыть новый глобальный хаб в Кыргызстане. SMBC приезжала, там, прошелковый путь и так далее. То есть мы потихонечку появились на карте. Это компания одна, которая работает в Сан-Франциско, Минске, Тель-Авиве. Мы появились на карте глобального мира аутсорсинга. И я хочу спросить, в Таджикистане есть программисты? Много? Кто здесь в зале программист? Супер. А вот этих ребят знаете? Знаете? Последние знаете. Это все очень крутые программисты из Таджикистана. Почему я их знаю? Потому что они работали в Бишкеке и работали в компаниях. Но сейчас, к сожалению, один уехал в Минск, Кишавар Палаев. Он уехал в Германию, в крупной компании работает. В Минске тоже Киш работает в большой компании. А Нузим Микробонов, он уехал в Сингапур. Нузим вот у меня в Uni Technologies работал. То есть эти ребята все из Таджикистана. Ну, много еще ребят, которых я не знаю, я вот вы руки подняли, мы обязательно с вами должны познакомиться. А вот этих ребят знаете? Только Фарух кивнул головой, мой друг, и все, больше никто не знает. Эти ребята, одного зовут Ато, другого Ману, это ваши соотечественники. Они, вот я говорил, вот Телек наш Мамотов прошел White Combinator. White Combinator это номер один стартап-акселератор. Всякие там ютубы там, и так далее, оттуда выходят. И вот еще есть номер один, 500 стартапов, 500 стартапов. Юбер и так далее, вот эти стартапы оттуда вышли. Вот эти ребята, это ваши соотечественники. Ману и Ато. У них великолепный стартап, Zentis называется. Они сейчас его продвигают там, в Америке. А то Касыбов и Ману Курбанали. Ну, похлопать надо. Это, по-моему... А вот этих ребят знаете? Ну, эти ребята, это наши, конечно, общие отцы, центральноазиатские, великие ученые. Омар Хайям, Бируни, Ар-Рази, Авиценна, Ибн Сина, Авиценна. 1000 лет тому назад, Центральная Азия, ну, была что-то вроде Силиконовой долины. Гарварды, Стэнфорды, MIT, все было здесь. Но когда говорят шелковый путь, это не совсем правильно. Отсюда все инновации исходили. Когда в Европе сжигали за то, что человек сказал, что Земля круглая, за 500 лет еще Бируни сказал, что Земля крутится вокруг Солнца. Представляете? А Омар Хайям не только был поэт, он был еще и математик сильнейший. Авиценна не только был врачом, но и сильнейшим астрономом.
Мирза-Улугбек, первая обсерватория, Аль-Джебра, Аль-Хорезми, первые алгоритмы и так далее, и так далее. То есть мы должны это все с вами восстановить. Вы знаете, вот этот вот шелк откуда? Такой красивый. Это и сейчас вот принтер могут сделать на любой ткани, да? А это все вот технологии. Это 6-7 век нашей эры. Это сколько это? 1500, да? Ну, вот похлопали, даже не знаете, что это, откуда это. Вот когда говорят шелковый путь, все думают, что из Китая там это на запад, да, там шелк шел. Это сагдийский шелк. Столга. 7-8 век. Смотрите, какие красивые рисунки, да? Да? А это ты знаете, что такое? 10-11 век. Это первые роботы. Роботы-музыканты. Вот примерно так они работали. Вот этот вот робот наливал вино. Вот механизм примерно такой он, на гидравлике. А вот этот робот, девушка, она наливала чайник помыть руку. Вот примерно вот так вот она выглядит. Вода сюда проходит, потом снова раз, снова поднимается. Такой первый робот, первая гидравлика. Или вот эти часы на слоне. Видели когда-нибудь? А кто их создал? Его называют Леонардо да Винчи Центральной Азии. Леонардо да Винчи. Это вот Аль-Джазари. Слышали о нем когда-нибудь? Это наш тоже соотечественник из Центральной Азии. Но Леонардо да Винчи когда жил? 1500-1600 года. А когда жил Аль-Джазари? То есть кто еще кто, да? Они еще не видели того, что Аль-Джазари создал. Это вот наш соотечественник. И я хочу сказать о чем. Что нужно сделать, чтобы таких Аль-Джазари было больше? Нужно начать с того, что научиться программировать. Рой говорил, 100 самани у него курс стоит. Здесь 197 в месяц. Но будет 1000, пока успеете сюда записаться. Вот Илюм-Фана – это первая IT-академия в Таджикистане. Я вас поддерживаю, Илюм-Фана. Кто-нибудь есть из Илюм-Фана? Поднимите руку, да. Покажите, что куда записываться. Да, вот сюда записывайтесь. И надеюсь, что однажды дар точки стон зиндагони карда бо тамоми мамлакат хуи чахон хамкори кардан. Дар Русия маркази зиндагони карда бо тамоми мамлакат хуи чахон хамкори кардан. Спасибо. У меня маленький вопрос, короткий точнее. Не поздно ли стать программистом, не знаю, после того, как у тебя есть, например, образование, например, как экономист, но ты хочешь профилироваться и стать, например, программистом? Вот у нас много таких историй. Вот программер Айнар, в кабине женщины, которая будет, слышали? Будет трое детей. И которые работали там начальниками банка, все показали, пошли это делать. Сейчас работают в новой программе обеспечения. Кто-то работал в больнице, анестезиолога, парень. Андроид это все сейчас обеспечение делает на андроиде. И таких, много, да. Вот просто нет возраста. И тем более, кстати говоря, в возрасте даже легче учиться, потому что интересно учиться. Уже понимаешь жизнь примерно, как все это
Я бы хотел узнать, возможно ли без высшего образования работать в крупных IT-фирмах, IT-компаниях и тому подобное. Вот я как раз на это показывал. У нас оказалось, для меня тоже исследования, 700 наших ребят опросили и так далее. Большинство людей не имеет высшего образования. Большинство. То есть для IT, и для нас компании IT, ну, дипломы не важны, мы не спрашиваем диплом. Вот. Так что без дипломов, я думаю, можно устроиться. Не только можно. Некоторые даже IT-компании говорят, у тебя есть диплом? Есть диплом. А если нет диплома, то мы первого на работе. Вот есть такой подход. Но я говорю о том, что нужно идти знакомым. Не обязательно вузов 5 лет. Не обязательно. В Олимпиона. Надо вот прийти в Олимпиона, год, а пока не зарабатывать уже. Сразу зарабатывать. И все, и вести. И можно жить в Центральной Азии, жить в Таджикистане, работать со всеми. Здравствуйте, Азиз. Спасибо за разрешение, я здесь. У меня такой вопрос. Когда мы говорим о аутсорсинге, это, несомненно, нужен стабильный интернет. Были у вас ли проблемы при начале пути с подключением интернета? И как вы это решали? У нас, знаете, я пришел в году, когда были верные отключения. Кстати, у нас судьба, вот Таджикистан, Афганистан, сколько много молодых людей уезжают на заработки, в Астахе, и верное отключение, и так далее, все эти. Мы говорим, лишь без света, уже не говорим интернет, лишь без света. Свои генераторы там ставим и так далее, и так далее. Конечно, проблемы есть, и с высокоскоростными интернетом и так далее, но потихонечку это решается. Сейчас вот компании стараются вместе где-то сидеть там в одном месте, потом в бизнес-центре, чтобы там была подача и так далее. Конечно, много лет назад у нас таких условий не было, да? И потихоньку все решается. Интернет уже все решает вопрос. Конечно, интернет нужен. И желательно, чтобы это Салам алейкум. половина аудитории. Вот мне понравился это. А на нем появился финансовый, да? Стартап. Вот группу поднимает. Так, финансы есть? Так. Программисты, поднимите руку. Кто может запилить? Вот, запилить. Ух ты. Все, нашел. Все, спасибо, все. Встретимся. Здравствуйте, Азиз. Мне очень понравилась ваша презентация, особенно то, что Центральная Азия – это силиконовая долина своего рода. Спасибо, очень воодушевило. У меня вопрос такой, относительно вашего проекта с девочками. Как вы сделали так, что из 28 человек девушек, они прошли весь этот путь до конца проекта? Спасибо. Вот 40 ключах было. В общем, однажды я смотрю, в нашу компанию приходят программисты-девочки. Смотрю, и у них получается лучше, чем даже у парней, да? Я думаю, почему так мало девчат? Ну вот Тамара, еще кто-то. И они такие результаты показывают. И мы думаем, надо сделать, потому что у нас много девчат, по-моему, это. И у нас еще миф такой был, да, что девчата не могут программировать и так далее. Но эти девчата, которые у нас работали, они просто разрушают этот миф. И мы подумали, вот надо такую программу запустить. И нас американское посольство поддержало. 700 анкет. Это просто. И еще, знаете, мы хотим все, вот молодежь растормошить. Молодежь.
А что-то у нас вяленько как-то, вот молодежь вот вяленько, вот, то хочу, то не хочу. Мы уже там везде агитируем, давайте программирование идите. И подумали, надо через девчат. Ну, у нас в 90-е годы, вот рынки и прочее, первые челноки были наши женщины. Я подумал, наверное, надо нам через девчат работать. И взяли, и 700 анкет, и мы поразились. И эти девчата, 40 девчат мы набрали, 28. Конечно, кто-то не смог дойти до конца. Но 28 такие мощные девчата. И они сейчас уже кто-то стажируется, кто-то обрел работу. Девчата разные. Вот я говорю, которые вот в банках раньше работали. И девчата, которые в школу побросали, приехали, мы говорим, хотим в эту программу участвовать. Эта программа была полностью, значит, бесплатна для девчат, но мы спонсоров пригласили и так далее, то есть кто это все оплатил, да, и конечно, весомую поддержку оказал нам посольство США. Ну, что я хочу сказать? Я думаю, что как вот мы рынок и экономику начали поднимать через черночество наших женщин, я думаю, так же и вот у нас и в IT пойдет. Сейчас вот молодежь вот прям смотрит на этих девчат, и многие другие девчата сейчас обращаются, и вот это сейчас волна идет. Это помимо нашей программы, еще несколько других программ. Кто-то у нас там спутник собирает, вот девчата есть, кто-то еще что-то делает. Ну, в общем, у нас вот это дело пошло. Я думаю, что о том, что девчата не смогут программировать, это миф. Вот так вот программируют мощно и могут работать на уровне, а даже лучше мужчин. Спасибо. Очень хороший вопрос. Мы, конечно, не надеемся на какую-то поддержку. Действительно, эта проблема есть. Человек уровень достигает и начинает уезжать. Ну, как говорится, с этим не поспоришь. Но однажды вот в интервью один молодой человек, только начинает свою компанию, работал раньше разом, он сказал одну интересную вещь. Наш парень, он говорит, Игорь, здесь, ладно, здесь жизнь там немножко дешевле, чем в остальных странах, но тем не менее мы должны быть конкурентоспособны со всем миром. Рано или поздно мир становится для нас открытым. Сейчас вот мы говорим, наши, не то что мы, наши предки, смотрите, да, вот, весь мир здесь не приходил учиться за знания и так далее. Они брали, да, вот, все было открыто, свободно, и все это происходило. И, конечно, мы должны конкурировать со всем миром. От этого никуда не деться. И вот сейчас вот у нас и зарплата, конечно, тоже растут. Кто-то приходит и там сразу начинает говорить рынок, там и так далее, и так далее. Ну, рынок не свой, не прикажешь. И, но тем не менее, хочу сказать, что потихонечку ребята и девчата начали оставаться. Конечно, крупные компании, сейчас другая проблема происходит. Крупные компании стали охотиться за нашим ребятам. Правда? Вот LinkedIn сегодня Рой говорил, он пишет прям LinkedIn только, HR-группы работают там, сидят и прям начинают, давай вот мы тебе то-то предложим, приезжай, релокация называется. Они приедут, никуда не деться от этого. Но у нас, можно только порадоваться за этих ребят. Они наберутся опыта там, потом привезут этот опыт, а может быть свой стартап откроют, увидят какой мир. Потом приедут опять в Душанбе и будут работать, и, может быть, даже свою команду. Это только так я расцениваю. Это расширяет наши границы с вами.
конечно, никуда не деться, но надо осознавать, что мы уже конкурируем со всем миром. И надо быть конкурентоспособным. И самое главное, мы можем быть конкурентоспособны. Вот здесь стоп мне сказали. На этой высокой ноте я хочу закончить. Мы можем быть конкурентоспособны. И жить в Таджикистане, работать с Спасибо.